Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: события будущей недели. Что вас ждет и что по судьбе с вами будет. Загадайте, пожалуйста, на себя от своего имени, задайте вопрос мысленно либо вслух, как вам будет удобно. И пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе, как интересно. У вас две очень важные встречи на будущей неделе. Очень важные встречи. Тут как будто бы будущее решается, как будто бы судьба решается. Первая встреча у вас какая-то деловая, может быть, по работе связана, может быть, с решением каких-то сложных и важных задач, проблем. Будет нелегко, либо вы нервничать очень будете, но человек, с кем вы будете общаться, положительно настроен в отношении вас, и этот человек вам явно не откажет. Даже если не все зависит от этого человека, то будет стараться давать вам хорошие варианты, либо даже кого-то будет подключать, потому что за спиной этого человека другие люди стоят, для того, чтобы ваш вопрос очень успешно решился. Ну а вторая встреча очень похожа на семейную, либо личного характера. Допустим, у кого-то это отыграется встреча родители-дети, у кого-то отыграется, вот как любовь, да, вот у кого-то прям любовь идет, любовная встреча, любовное свидание. Может быть, наконец-таки встретитесь с тем, кого любите, кто долго отсутствовал, либо кто в каких-то проблемах находился. Здесь будет приятно, здесь будет хорошо, здесь люди обнимаются, целуются, и что один, что другой человек прям преисполненные нежностью, заботой и любовью к друг другу. Очень замечательно. Мои хорошие, что бы вас ни ждало на будущей неделе, будьте уверены в себе, не нервничайте, не паникуйте, не стрессуйте и не вспоминайте прошлые какие-то события, прошлые обиды, либо прошлые неудачи. Вам нужно думать о сегодняшнем дне и думать о будущем. Нельзя бояться, нельзя нервничать. Еще на будущей неделе я вижу у вас карман, как будто бы, знаете, наполняется так, что оттопыривается с левой стороны. То есть либо не ждете, что деньги придут, либо что вам так много заплатят, либо дадут. В общем, будет очень приятно. И это событие прям очень положительно на вас повлияет. Опять же, повлияет на ваше настроение, на то, что вы себе можете все позволить, либо вам не нужно экономить. Такой хороший знак. Дальше у вас здесь маленькие птички от вас отлетают. То есть вы кому-то будете писать, кому-то письменно будете обращаться. Это могут быть смс-ки, это могут быть письма, какие-то анкеты заполненные обращения. В общем, как несколько птичек, и они именно от вас отлетают. Птички небольшие, но у этих птичек, у каждой, да, из этих птичек есть знак надежды. То есть туда, куда вы их отправляете, там вам явно и ответят. Ответят, скорее всего, каким-то положительным словом. Дальше. Еще у вас вот женщина показана. Сильная такая женщина, волевая, сильный характер у нее такой прям, знаете, больше даже на мужской похож. Эта женщина вас под свое крылышко берет, и вам будет приятно. Тут и для мужчин, и для женщин может отыграться одинаково. С такой женщиной вы точно не пропадете. Может быть, она подруга, может быть, она родственница, может быть, она какая-то начальница, чиновница. Но вот она вас под крылышко прям берет, такая сильная фигура, и вы успокаиваетесь. Вы понимаете, что теперь у меня все будет хорошо, с ней везде и пробьюсь, и добьюсь, и вообще переживать не надо. Конечно, характер непростой, где-то придется потерпеть, но где-то, наоборот, будет очень интересно и весело. Следующая неделя обещает вам какие-то изменения, которых вы не ждете, но изменения, которые затронут разные сферы вашей жизни.
Будет казаться, что все идет не по плану. Будет казаться, что от вас ничего не зависит. Но потом, когда будете подводить итоги недели, вы поймете, что с вами произошло нечто хорошее. И вот эти все изменения, они вам во благо все-таки пошли. Не во вред, а именно во благо. Опять же, вы все разные, у каждого будут свои изменения. Просто хочу вас предупредить заранее. Также я вижу, что вы с каким-то инструментом будете время проводить, да? Что-то делать будете с этим инструментом. У кого-то это новый инструмент, у кого-то привычный, да, привычная работа, привычный вид деятельности. Скорее всего, работать будете больше, чем обычно. Ну, либо как сверхурочное, да, что-то у вас идет. А может быть такая необходимость, а может возможность наоборот, да. То есть как бы явно и заработаете побольше, ну и на работе будете больше времени проводить. Кто дома работает, то же самое. Вроде вы и дома, но при этом заняты работой. Инструмент. У вас в руках инструмент. Это не так, что голыми руками что-то делать. Какой-то инструмент. У кого-то инструмент это компьютер, у кого-то инструмент это, не знаю, там, швейная машина, крючок для вязания. Кто-то, например, там, как лопата, да, если вы там заядлый огородник. В общем, инструменты у вас в руках. Дальше, мои хорошие, между мужчиной и женщиной прояснится ситуация. Ситуация туманная. Кто-то напустил туман. Тут может быть обман, заблуждение, самообман. Может быть, кто-то наговорил там гадостей. Да? Вот как вы в тумане оба. Но этот туман, он рассеивается. Да? Ситуация проясняется. Полегче станет, получше станет. Туман рассеивается, и где-то вот к субботе, к воскресенью вообще все будет хорошо. Прям забудете, как страшный сон, все вот эти острые моменты, ссоры, споры и подозрительность. Да? Возможно, вы там приревновали, либо вас приревновали. И вот как-то у вас не заладилось. Да? Ну, туман разойдется, все будет хорошо. Дальше. Какой-то листик у вас тут странный. На нем гусеница сидит. Кто-то пользуется вашим, либо кто-то будет пользоваться вашим, и вы прям обнаружите, может быть, вы не знали, не видели, не догадывались. Вам эту наглую гусеницу придется согнать. Но сразу хочу сказать, что гусеница будет сопротивляться, будет кричать: нет, это мое, это мой лист, и я его буду есть. Ну, лист в данном случае, я так понимаю, ресурсы, да, кто-то пользуется вашим. Может быть, даже и кто-то из родственников пользуется, может быть, даже и не родственники. Но вот прям будет сопротивляться эта гусеница, придется приложить много усилий. Но если не будете церемониться, если так прям грубым словом скажете, зададите направление, может быть, вопрос быстрее решится. Но это неправильно, когда берут ваше, когда пользуются вашим. Дальше вот здесь замочная скважина. Столкнетесь вы с какой-то тайной, загадкой и секретом. Скважина есть, а вот ключа не хватает. Будете прям ломать голову, что делать. Я вам скажу, что делать. Оставьте как есть. Придет время, ключ найдется. Придет время, вы все узнаете. Понятно, люди, которые от природы очень любопытны, вам, конечно, не просто будет взять себя в руки и оторваться от этой скважины. Но, опять же, ничего не поделаешь, ключа нет. По-другому никак не откроешь. Дальше. Человек на букву «Н» очень яркую какую-то роль сыграет в вашей жизни. Вам понравится. Что-то этот человек такое делает яркое, и вам это нравится. Вы такая: о, принимаю. Это здорово, молодец. Это может быть и мужчина, и женщина. Дальше. Попытка чинить какую-то лодку. Здесь много людей пытаются починить лодку. Но эта попытка, она как пытка, да? Слишком много людей, каждый видит ситуацию по-своему, каждый там лезет, пытается свои 5 копеек вставить. И из-за этого люди начинают между собой как бы нагнетать обстановку, ссориться, наверное, начинают. У кого отношения, либо, может быть, это даже не ваши отношения, это чьи-то отношения. Лодка – это семья. Может быть, лодка дала течь. Да? Ну, все бывает в личной жизни и в семейной жизни. И очень много людей набегут со своими как бы ненужными советами. И один советует право, другой советует лево, другой, третий там вверх, четвертый низ. Понимаете, вот какая там каша получается. Если это ваша ситуация, то вам советчики не нужны. Вот тут нам показали, да, что туман рассеется. И если это не ваша ситуация, то, пожалуйста, не лезьте туда. Да? Люди сами разберутся.
Вот, чтобы ни с кем не поссориться, ни с кем не поругаться, вот просто абстрагируйтесь, отойдите подальше и просто наблюдайте. Там все будет хорошо. Там главное, чтобы никто не вмешивался и чтобы ссоры не случилось. Дальше, мои хорошие, вот здесь показан человек, холодный человек. От этого человека вам какое-то предложение поступит. Предложение, которое вы не ждете, в принципе, никогда не ждали. И это предложение вас прям напугает. Вы скажете: меня за что? Мне за что это предложение? Предложение может касаться там и работы, и каких-то услуг, и каких-то действий. Вам тут совет предложение не отвергать, а по возможности выполнить, да? Либо поучаствовать. Этот холодный человек, он умеет быть благодарным, либо она умеет быть благодарной. То есть если вы этого холодного человека уважите с короной на голове, то все будет хорошо, для вас все будет хорошо. Вы никогда об этом не пожалеете, наоборот, себя будете хвалить, что вот я такая умничка, молодец, я все сделала, и теперь вот получу награду. Да? Человек не останется в долгу, и человек всегда будет помнить, что вы, во-первых, вменяемы, отзывчивы и исполнительны. Может, это начальник, да, холодный человек, может быть, какой-то чиновник, может быть, какой-то строгий очень человек, там, не знаю, среди родственников. В общем, важно будет выполнить, либо принять это предложение. Так, женщина, над головой радуга. Радуга небольшая, но тем не менее приятная. Перед глазами большая миска, у миски доверху всего. Это достаток, это прибыль, это пополнение ресурсов. То есть вы что-то обретаете, получаете, либо приобретаете. Да? У вас прямо над головой радуга. Хороший знак. Хороший, приятный, такой, знаете, позитивный. Человек на букву В. Лучше не контактировать, либо держаться подальше. У человека скверный характер, либо в силу каких-то обстоятельств у человека очень сильно испортится характер. Человек будет таким токсичным, нервным, хамоватым. В общем, может просто так обидеть. Да, за просто так может обидеть. Лучше держаться подальше. Это может быть и мужчина, и женщина с левой стороны. Может быть, вы привыкли, что этот человек всегда там улыбчивый, положительный, добрый. А именно на будущей неделе, вот прям как грозовая тучка ходит и во всех молнии пускает. Лучше держаться подальше. Буква В — это как имя, фамилия, также может быть кличка, прозвище. Дальше, перед женщиной выбор, но выбор вам делать не надо, потому что этот выбор, он несостоятельный. Вам предлагают что-то не очень хорошее, либо очень ограниченное, да? Лучше отказаться, лучше выбор не делать. Сказать, в принципе, меня это не устраивает, и я не хочу. Это может касаться и отношений, и работы, и даже каких-то моментов, там, что-то приобрести, обрести. Лучше отказаться. Вот там, где говорят «выбирай», лучше сказать «нет, спасибо, мне не надо». Не очень там что-то хорошее предлагается к выбору. Дальше у вас, смотрите, какая красивая звезда слева. Звезда — это всегда исполнение мечты, исполнение желания. Хоть она и небольшая, четырехконечная, но тем не менее очень яркая, и она прям в руки вам падает. Здесь какая-то мечта, какое-то желание исполнится, и будет очень приятно. Летучие мыши улетают влево. Перестанете бояться, либо перестанете опасаться кого-то, чего-то, да? Страх, уйдет страх, мыши улетают, влево улетают, в левой стороне и влево улетают. Может быть, вы не ждете, что вы перестанете бояться, что смелость появится, либо страх уйдет. А может быть, какие-то события повлияют, но улетают. Нет повода, нет причины бояться, да? Все, они сами улетают. Дальше здесь нам показывают ангела. Ангел, большой, крылья. Какое-то присутствие, либо какие-то знаки вы будете получать от своего ангела-хранителя. Будьте внимательны. Понятно, что вы все разные, и знаки вам будут разные. И если вы все правильно сделаете, знаки прочтете, воспользуетесь этими подсказками, вы якорь обретете в дальнейшей перспективе. Якорь — это стабильность, якорь — это спокойные дни. Знаете, как говорят, бросить якорь, да, успокоиться.
Вот, ваш ангел будет посылать вам знаки, сигналы, какие-то подсказки. Просто обращайте внимание. Дальше. Каких-то людей вы очень сильно удивите. Они от вас этого не ждали. В полуобморочном состоянии находятся. С правой стороны это не чужие люди, это свои люди. Это могут быть родственники, это могут быть друзья, подруги. Семья это ваша может быть. Они от вас не ждали, не ждут. Вы раз там и удивите всех в полуобморочном состоянии. Это какая-то странная смесь восторга и ужаса. Ну, как-то необычно. Что-то вы сделаете, как-то вы поступите, либо на что-то вы такое способны, чего от вас не ждут. Вы всех удивите. Хотя для вас это типа естественно. Вы такая, что случилось? Это все нормально, да, я всегда так делаю, либо я всегда это умела делать. Но те, кто вас знают, они в шоке. От вас они будут в шоке. Дальше, мои хорошие, с какими-то выплатами, либо оплатами решится вопрос. Закроется, вернее, даже не просто решится, закроется, как будто бы и не было. Выплаты вам, может быть, кто-то задолжал, либо вы кому-то должны были что-то оплатить. Вопрос закроется, как будто бы и не было. Закроется с левой стороны. Опять же, что-то такое случится, чего вы не ждете, на что не рассчитываете. Как сюрприз такой, да? Либо неожиданность такая. Еще я у вас вижу прищепку. К вам кто-то будет цепляться. Опять же, вы все разные. Может прицепиться человек противоположного пола. Там девушка, либо мужчина. Давайте познакомимся. Может прицепиться кто-то из коллег, допустим, да, вот там подмени меня, за меня поработай, либо там, научи меня чему-то. В общем, кто-то к вам, как эта прищепка, цепляется. С одной стороны, ничего плохого вам не желают, но с другой стороны, человек будет очень надоедливым, да, очень сложно будет от него избавиться. Еще здесь показана большая пчела. Эта пчела, она не вы, но она кто-то из тех, кого вы знаете. Кто-то будет прям пропадать на работе. Сутками, да, пропадать на работе. Много человек работает. Может быть, это ваш близкий человек, вы прям уже скучать начнете, что такое. Человек там уходит, я еще сплю, приходит, я уже сплю, да. Как-то не хватает вам этого человека. Либо у кого-то прям очень много будет работы, допустим, это ваш парень, и вам сложно будет найти время, да, чтобы вам и ему было удобно для того, чтобы, например, встретиться. Также, например, в семье из-за работы, либо начала работы вашего там парня, либо супруга, супруги, придется какие-то планы менять, да, потому что пчела очень большая и очень много времени, да, будет тратить человек на свою работу, на свою деятельность, занятость. Еще показан большой дятел, но этот дятел, он договороспособный. То есть, если показывать человека дятлом, то это тот, кто шумит, раздражает, давит своим присутствием. Может, кто-то шуметь будет, там ремонт начнет делать. Но с этим дятлом можно договориться. Вот, прежде чем ругаться, попробуйте договориться. Мне вот идет, что этот дятел вполне себе способен на компромисс. Да, возможно, и вам придется немножко потерпеть. Ну и дятел тоже вам уступит, скажет, там, после этого времени я там замолкаю, и все будет тихо. Не надо ругаться, попробуйте договориться. Я вижу, что это лучший вариант. Дальше показывает человека, который будет хвастаться, причем хвастаться как будто бы воздухом. Может даже придумывать будет про себя, что у меня есть это, то, пятое, десятое. На самом деле человек просто пытается пустить пыль в глаза. Если человек решил хвастаться, пусть и предъявляет доказательства. Вот если запросите доказательства, человек сразу поменяется в лице и куда-нибудь раз и уйдет. Сбежит. Не уйдет, а сбежит, да. Но так хвастовства очень много. Так, некровные родственники. Некровные родственники внимание вам уделяют. Тут либо по телефону, либо лично. Хотят с вами то ли помириться, то ли подружиться, то ли улучшить отношения. Ну, попытка не пытка. В принципе, ничего плохого я тут не вижу. Но если между вами были какие-то конфликты, то все равно осадочек есть, да?
Вы не спешите верить, либо не спешите протягивать руку. Ну, в принципе, это и правильно. Да? Чем тяжелее им будет навести с вами контакт, да, добиться дружеских отношений, тем больше они будут вашу дружбу, либо эту родственную связь с вами ценить. Да. Вы правильно поступите, как-то интуитивно правильно. Дальше показаны дороги, но дороги с остановками. Если вы куда-то поедете, либо в путешествие, либо в отпуск, либо часто будете останавливаться, либо будут такие моменты, когда нужно будет останавливаться. Опять же, это не дурной знак, это просто стечение обстоятельств. Не надо паниковать, не нужно там вбивать себе в голову, что вот плохое знамение, лучше развернуться, вернуться обратно. Нет, тут просто стечение обстоятельств. Это такая данность. Вот так получилось. Именно в это время там какие-то проблемы. Либо в это время вы просто попали, да, в такую неудобную ситуацию. Но на самом деле дорога дальше продолжается, и она открыта. Но как пару остановок будет. Это не дурной знак. Это просто стечение обстоятельств. Еще раз повторяю. Дальше. Чего-то больше вам достанется. Больше, чем обычно. Допустим, зарплату получите больше, чем обычно. Либо вам там чаевые больше, чем обычно оставят. Либо денег вам дадут больше, чем обычно. Допустим, родственники, либо ваш близкий человек. Это приятный бонус. Очень приятный. Уши. В уши влетает какая-то нужная и важная информация. А мне вообще идет, что это как-то случайно вы услышите, либо подслушаете, но это уже не важно. Главное, что вы то, что хотели, услышите. Ну, либо то, что вам было необходимо, вы услышите. Даже, возможно, от совершенно посторонних людей, там, случайно, там, в транспорте, либо где-нибудь люди будут общаться, вы такая: о, интересненько, эту информацию я искала. Еще показано, что мужчина женщину на руки подхватывает. Но это к романтике, это к заботе, это к участию мужчины в жизни женщины. Если вы мужчина, то вы молодец, вы все делаете правильно. Девушка будет очарована и очень благодарна. Если вы девушка, расслабьтесь и получайте радость и удовольствие. Да? Позвольте мужчине быть джентльменом. Но он как подхватит вас в нужный момент. Либо в момент, когда вы не ждете, но очень нуждаетесь. Прям как угадает, там, не знаю, прочитает мысли, опять же, стечение обстоятельств, ангелы подскажут. Это очень приятный момент. Кстати, мужчине тоже приятно помогать женщине. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.